Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Исламский мир в Уфе. Главная задача России и исламский мир – показать вот такую республику, мощную, перспективную, как Башкортостан. Делегация из 25 стран в Башкирии, о чем говорили представители власти и духовенства, расскажет Зарина Ахметова. Предупрежден, значит вооружен. Есть люди, которые живут с ВИЧ, есть люди, которые не живут с ВИЧ. Какова в республике ситуация со СПИДом и как он распространяется сегодня? У экспертов и медиков услышал Рамиль Шайдуллин. Пить нельзя рулить. Дуем. Подожди ты, чуть суешь-то. Что делаешь-то? Дай сюда. Скажи как. Сколько ДТП происходит в Татарстане по вине нетрезвых водителей и какую профилактическую работу проводят в ГИБДД, расскажет Ленар Геннатуллин. Сохранение мира, социальной стабильности и расширение диалога между конфессиями. Сегодня в Уфе открылось 5-е заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Как ее председатель, Рустам Минниханов выступил с докладом и зачитал приветствие от Владимира Путина. В столице Башкирии делегация из 25 стран, самая большая из Татарстана. О том, что беспокоит представителей ислама и не только. Зарина Ахметова. Сердечно приветствую вас по случаю открытия очередного заседания группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Свое выступление Рустам Минниханов начал со слов Владимира Путина. В докладе же он указал на основные направления работы группы. Это борьба с терроризмом, защита нравственных ценностей, забота о национальных меньшинствах. Поделился президент Татарстана и опытом республики. Приоритетное внимание в Татарстане к основным конфессиям – православие и ислам. Так, в 2015 году мной был подписан указ о создании Волховской исламской академии и воссозданию собора Казанский иконы Божией. Говорили о сирийской проблеме. Представители духовенства считают, беспорядки влияют на исламский мир в целом. Очень многое в мире зависит от того, какая будет обстановка на Ближнем Востоке, священном для последователей всех мировых религий. Неспроста Башкирия в этот раз принимает у себя такое событие. Здесь проживает более 100 народов. Нас объединяет общая история, общая культура, языки. Мы очень-очень близки на самом деле друг к другу, народу и республики. И, конечно, это дает возможность объединить наш экономический потенциал. Главная задача России и исламский мир – показать вот такую республику, мощную, перспективную, как Башкортостан. В этом году на форум приехали 34 делегата из 25 стран. С каждым годом география расширяется. Мы удивлены. Очень гостеприимный прием. Люди очень добрые. У нас очень похожие традиции между Уфой и Бахрейном. Встречи поддерживают и другие конфессии. Говорят, это возможность увидеть Россию с другой стороны. Россия не та, которую представляют ее западные масс-медиа, да? Или политики. Россия совсем другая. Россия – это демократичная, свободная, мирная, добрая страна. Когда что люди вместе сидят, находят общий язык и думают, как развивать хорошие вещи, как развивать религии, как развивать добра, это, конечно, Бог дает благословение. По традиции за вклад в распространение знаний об исламе награды. Премию в 500 тысяч рублей получает Духовное управление мусульман. Встречи продолжатся. Следующие по приглашению Саудовской Аравии планируют провести в городе Джидда. Зарина Ахметова, Миляуша Латыпова, Рузиль Имамов, ТНВ, Уфа. Молодежь со всего мира в Казани создавала свою модель организации исламского сотрудничества. В Госсовете Республики прошла церемония закрытия первой международной модели ОИС Евразия. Более 100 участников из Чехии, Индонезии, Малайзии, Азербайджана, Пакистана знакомились с международными отношениями в теории и на практике. Ребята разрабатывали резолюцию, учились уверенно общаться на языке дипломатов, проводили заседания организации. Изучали международный опыт и предлагали свои идеи. Сегодня в Казанском инновационном университете прошла научно-практическая конференция, посвященная диалектике коррупции. Как рассказали, для борьбы с коррупцией можно задействовать новую методику – цифровое слежение. Когда интернет-поисковики будут проверять, какими услугами пользуются чиновники, где расплачиваются и с кем встречаются. Такую систему сейчас начали применять в Китае.
Совершенно легко можно установить, чья это на самом деле собственность, кто чьим родственником является. Реально эти люди взаимодействовали между собой или не взаимодействовали. То есть мы живем в определенном аквариуме, мир становится аквариумом, а мы в нем как рыбки, которых можно наблюдать с разных сторон. В селах республики готовятся к референдумам по самообложению. Голосования за участие пройдут в это воскресенье. Напомним, на каждый рубль от населения республика добавляет 4. Эта программа – самый быстрый способ получить желаемое, а не ждать, пока дойдет очередь. Так, в этом году в Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района отремонтировали 2 километра дорог, сделали 3 детские площадки, обновили уличное освещение. Как меняется жизнь в деревнях после самообложения, увидел Салават Мухаммадуллин. А еще год назад на легковушке сюда старались не заезжать. А теперь, пожалуйста, такси ждать не приходится. Это деревня Малая Шильна, центр поселения. В него входит 6 деревень. В этом году 4500 жителей приняли участие в программе самообложения. Была установлена сумма в 1000 рублей для сбора на средства самообложения. И общий сбор с учетом софинансирования от республики у нас составил 16 миллионов 713 тысяч рублей. Это уже с учетом софинансирования, то есть 1 к 4. В итоге на эти деньги отремонтировали 2 километра дорог сразу в 3 деревнях. Плюс на улицах появилось новое освещение. Это для взрослых. А для детей 3 новые игровые площадки. Детишки у нас сейчас будут играть в футбол на закрытой площадке. Все нормально. То есть на проезжую часть выходить не будут. Ну что еще сказать? В принципе, программа работает, реально на этом это можно убедиться. На нашей территории возле моего дома сделали отличную площадку, где наши дети играют. И вечером поздно у нас там такое хорошее освещение, самообложение. Я думаю, в каждой деревне нужно это делать. Ремонт дороги, кладбища, родника. На что потратить средства самообложения жители решают сами. Республика помогает рублем. В 2019 году у нас участвовали все сельские поселения. Было собрано более 15 миллионов рублей, на что уже умноженная пришла часть софинансирования. И в итоге мы освоили средств более чем на 75 миллионов рублей. И они пошли на инфраструктуру в селах. Но на этом не все. Программа продолжается. Референдумы и исходы граждан по поводу участия в ней уже стартовали. Салават Мухаммадуллин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Тукаевский район. К другим темам. В Татарстан возвращается корь. Инфекционное заболевание в Советском Союзе победили поголовной вакцинацией. Сейчас от прививки стали отказываться. Результат – болезнь вернулась. Инфекции. Откуда они берутся? Как с ними бороться? Ответы искали сегодня на агафоновских чтениях в этом году. И дата юбилейная – 120 лет со дня основания инфекционной больницы. Какие болезни остались лишь в памяти врачей? Какие еще мало изучены, узнавала Алия Хайрудинова. Заслуженный врач Республики Татарстан, отличник здравоохранения. А еще и главный врач инфекционки в начале нулевых. Тогда в Казани была эпидемия холеры. Заболело 80 человек. На ликвидацию болезни дали 1,5 месяца. Смертности мы не допустили. Вовремя были диагностированы болезни у детей. Вместо отведенных теоретически 1,5 месяца для ликвидации очага холеры мы справились за месяц. В 70-е годы прошлого века вспышка менингита, в 90-е дифтерия. Сюда же можно отнести корь и тиф. Тогда заразу в республике победили с помощью массовой вакцинации. Сейчас, утверждают врачи, все чаще от прививок отказываются. Но уйти от серьезных осложнений удается лишь благодаря сильной системе медпомощи, говорит федеральный инфекционист. Ваша республика входит в топ-5 тех республик, где оказывается достаточно квалифицированная помощь. Показатели смертности, они стабильны, они не вырываются за последние 5 лет из типовых показателей. Инфекциям характерна сезонность. Если осень и зима – время ОРВИ, летом кишечные. Лечат их в Республиканской клинической инфекционной больнице. Каждый день за помощью сюда обращаются до 150 пациентов. В коридорах инфекционной больницы всегда безлюдно. Здесь можно встретить только медсестру или врача. Гулять с пациентом здесь запрещено. В принципе, и выйти они не могут, потому что палаты всегда закрыты. Особую тревогу вызывают так называемые завозные инфекции. Вакцин от них нет, только терапия. Юго-Восточная Азия, Таиланд и другие, где регистрируется такое заболевание, как лихорадка Денге. Поэтому, заразившись там этим вирусом, наши граждане возвращаются иногда, заболев этой инфекцией, лихорадкой Денге.
Проблем и вопросов много. Сегодня на агафоновских чтениях 400 специалистов будут делиться своим опытом диагностики и лечения инфекций. Алия Хайрудинова, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Минздрав закрыл больницы для непривитых татарстанцев. Почему и что с этим делать? Читайте в реальном времени. Новые случаи ВИЧ встречаются на 9% меньше, чем раньше. Наша республика сейчас не входит и в топ-25 регионов страны по количеству ВИЧ-положительных. У нас проживает порядка 10 тысяч носителей вируса. Самые уязвимые районы – Лениногорский, Бугульминский и Альметьевский. Как живется с этим непростым диагнозом, поинтересовался Рамиль Шайдулин. Если бы я не пила таблетки, я бы реально умерла. Светлана Изамбаева – первая россиянка, открыто живущая с ВИЧ. За ее плечами 17 лет жизни в статусе ВИЧ-положительной, широкая общественная работа и сотни спасенных жизней. Но если для нее ВИЧ не приговор, то многие до сих пор считают иначе. Я даже сейчас сталкиваюсь с предрассудками. Буквально вчера женщина одна, которая меня встречала, сказала такую фразу: нам сказали, что ВИЧ-инфицированных здесь не будет. А я сказала ей: да. Я говорю: а вы знаете, что я живу с ВИЧ-инфекцией? Она тут же остановилась, буквально отошла в сторону, лицо у нее было в ужасе. С такой реакцией ежедневно приходится сталкиваться 10 тысячам ВИЧ-положительных татарстанцев. Столько стоит на учете и проживает в республике. 4-й год в республике отмечается темп убыли. И в этом году, по данным 11 месяцев, мы имеем темп убыли, темп уменьшения выявления случаев ВИЧ-инфекции почти на 9%. Помогают постоянный контроль и анонимные экспресс-тесты. Проверить себя на ВИЧ можно даже по слюне. В последнее время мы наблюдаем большой интерес населения прохождения анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ-инфекцию как по крови, так и по слюне. Что касается возраста, к нам приходят как и молодые, так и люди среднего и старшего возраста. Анализы решил сдать и я. Вот так берут для того, чтобы проверить на антитела. И это один из самых действенных способов проверки на ВИЧ через кровь. Ее берут через вену, процедура занимает пару минут. Каждый месяц только в этом СПИД-центре анализы сдают свыше 100 человек. Такие же возможности создают в торговых комплексах и спортивных стадионах. Особенностью распространения заболеваний ВИЧ-инфекцией в Татарстане является уже как раз переход от заражения от инъекционного к половому. Более 60% заражений у нас половым путем. Еще недавно в самой острой зоне риска были представительницы древнейшей профессии. Чтобы СПИД не процветал в этой среде, к ним выезжают на место и ведут профилактические беседы. Несмотря на все меры, в этом году в Татарстане было выявлено около 1000 случаев заболеваемости, что примерно на 300 ниже прошлогодней цифры. Рамиль Шайдулин, Шад Мухаметов, ТНВ, Казань. 240 ДТП, 20 летальных исходов. И все это в Татарстане за этот год с участием нетрезвых водителей. Об этом сегодня рассказали в ГИБДД. Казань с 2017 года принимает участие в международном социальном проекте «Автотрезвость». Обучают как преподавателей автошкол, так и будущих водителей. Пить или не пить? Ленар Гинатуллин сегодня послушал лекцию о вреде алкоголя. Дует. Подожди ты. Что ты суешь-то? Что ты делаешь-то? Дай сюда. Скажи как, что? Вероятно, точно так же нетрезвый водитель такси не смог понять, как же ему проехать по прямой дороге на улице Давыдова, и перевернулся, совершив несколько кульбитов. Благо, рядом не было пешеходов, а в салоне пассажиров. Алкотекторы хочу вдуть. Так вы вроде отказались уже. Ну, отказался, вот хочу. Передумали? Да. Мне просто интересно. А этот явно употреблявший спиртные напитки водитель только отшучивается. Он пока не понимает, что попал в ДТП, и по его вине пострадали люди. И таких случаев на дорогах Татарстана сотни. Госавтоинспекция всегда проводит профилактические мероприятия, направленные на предупреждение таких дорожно-транспортных происшествий. Статистика уже на протяжении многих лет снижается. Конечно, сказывается и эффективность обучения водителей. Положительная динамика есть. Так, в 2017 году зарегистрировано 321 ДТП с участием пьяных водителей. В 2018 уже 289, а в этом году их 240. Чтобы и их не было, в помощь федеральный проект «Автотрезвость». В автошколах 14 регионов России специальные уроки. Он построен на диалоге, и уникальность модуля еще в том, что мы даем возможность с помощью специальных очков, так называемых фатальное зрение, абсолютно трезвому человеку, находясь, так сказать, его мозг не подвержен в этот момент никакому влиянию алкоголя, ощутить, как
изменилась его психофизиология. Чтобы наглядно показать новичкам, каково это выполнять вроде бы простые действия в нетрезвом состоянии, придумали очки фатальной реальности. Они искажают картинку так, словно вы выпили 150 грамм крепкого алкоголя. Давайте я сейчас попробую, использовав эти очки, пройти по простой прямой линии. Первое. Это происходит медленнее. Б. Гораздо более неуверенно идет человек в этих очках, потому что ему нужно гораздо больше времени в голове, чтобы понять, правильно ли он идет, правильно оценить свою траекторию. Проект реализуется в республике с 2017 года. За это время курс «Автотрезвость» прошли порядка 8 тысяч водителей-новичков. Ленар Гинатуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана. И вот о чем далее. Итоги и благодарности. Для нас это очень значимый результат. В Москве встретились с оргкомитетом WorldSkills. Каким чемпионат видится спустя 3 месяца, услышал Рамиль Шайдуллин. Пир на весь юридический мир. Мы не только хорошо ориентируемся в нормативно-правовых актах, но также не забываем про национальную кухню. Кулинарные шедевры продегустировала Наталья Мезина. Он стал лучшим в истории. Сегодня в Москве подводили правительственные итоги WorldSkills. Напомним, он прошел в Казани в августе. Заседание оргкомитета провела Татьяна Голикова. 14 золотых медалей и мировая слава. WorldSkills для России стал чемпионатом, оправдавшим все надежды. Оргкомитет первенства сегодня поздравили от имени правительства страны. Я говорю именно победа, несмотря на то, что наша сборная заняла 2-е место. Для нас это очень значимый результат, который дал серьезный импульс к тем изменениям, которые связаны с системой среднего профессионального образования. После WorldSkills в Казани быть профессионалом в России стало еще престижнее. Сегодня по стране открываются ресурсные центры. Молодежь со школьной скамьи обучают по новым методикам. Меняются технологии. Получили и огромный опыт, огромное наследие. Мы искренне благодарны. Russia! Высокий статус WorldSkills в Казани подтверждался не раз. Еще в 2015 году столица республики смогла обойти Париж и бельгийский Шарлеруа. Позже руководство WorldSkills International и делегации заявили, выбор был верным. Let me say спасибо, Андрахман. Я нахожусь под большим впечатлением от прекрасной организации этих соревнований. Все оборудование очень хорошее, все люди совершенно невероятные. Мне очень понравилось в Казани. Прекрасные люди. Этот чемпионат организован очень профессионально. И сам экспоцентр, работа волонтеров и всех служб. Очень приятно быть в Республике Татарстан и в Казани на таком огромном событии, которое по масштабу самое большое, что до сих пор проводилось в WorldSkills. Думали, очень много труда, сердца и тепла вложено. Дважды его посещало высшее руководство страны. Открывал Дмитрий Медведев. На закрытие приехал президент России. Уверен, нашим гостям понравилась Казань. Блестящий, энергично развивающийся город с древней историей и молодой. Спасибо Татарстану, спасибо Казани. Как и планировалось, чемпионат стал самым масштабным за всю историю. За Казанью в эти дни следили больше 60 стран. В Казань-Экспо соревновались 1500 участников со всего мира. Рамиль Шайдуллин, Дина Газалиева, Александр Ярошов, ТНВ, Москва. Сегодня в общественной приемной Дмитрия Медведева Фарид Мухаммедшин впервые провел прием в прямом эфире «Инстаграм». Его спросили о программе «Наш двор», льготах на проезд в общественном транспорте, поддержке добровольных пожарных. Всего запланировано несколько десятков приемов. Они приурочены к 1 декабря, дню рождения «Единой России». Напомним, еще летом был запущен онлайн-сервис «Мой депутат». От татарстанцев поступило более 8 тысяч наказов. Как рассказал Фарид Мухаммедшин, выполнение некоторых из них уже отразили в бюджете республики следующего года. Подняты вопросы, на которые мы не смогли сразу ответить. Вот я не смог ответить, не обещая чего-то, значит, не выходя из положения тем, что там рассмотрим и так далее. Мы проанализируем и дополнительно ответим в режиме, значит, через Инстаграм. Мне кажется, что эта форма, она сблизит и нашу партию, и власти со своим населением.
У Русского национально-культурного объединения республики новый председатель. Им стал руководитель Казанского отделения Ирина Александровская. Сегодня на заседании правления сложил с себя полномочия руководителя Василий Носов. Перед этим члены Русского объединения вместе с Фаридом Мухаммедшиным подвели итоги работы за 2019 год. Это открытие нового корпуса в 93-й Казанской гимназии, форум лучших учителей русского языка, новый филиал в Арске и десятки выставок и выступлений коллективов. Председатель Ассамблеи народов Татарстана отметил активность русского общества в год 220-летия Александра Пушкина и вручил благотворительные письма руководителям отделений. Вы объединили русских, и в едином порыве нашего национального народа, нам удается строить, созидать и уверенно смотреть в будущее. Сегодня в IT-парке прошла деловая сессия «Мой бизнес. Встречи по делу». Ее организует Минэкономразвития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Нацпроект утвержден указом президента России Владимира Путина в мае этого года. Ведущие предприниматели республики во время сессии делились секретами успеха. Всех участников познакомили с единой национальной цифровой системой «Мой бизнес» и ее работой в регионе. Сегодня в Казани отпраздновали 25-летие молодежной политики Татарстана. В деревне Универсиада собрались около 1000 делегатов со всей республики. Это ветераны отрасли, участники молодежных объединений. На встрече наградили лучших работников. Как отметили, среди приоритетов молодежной политики Татарстана увеличение числа детей, посещающих кружки, ремонт подростковых клубов и лагерей, поддержка молодежных проектов, в частности, на селе. Дорогие друзья! По прошествии 25 лет перед молодежной политикой сегодня стоят очень серьезные задачи и вызовы, продиктованные временем. В первую очередь мы должны создать для молодых принципиально новые качества среды, актуальной и отвечающей на главный запрос молодых среды для творческой, социальной и профессиональной самореализации. Площадки для картинга, занятия с кинологами и зал для карате – все это в новом доме юнармии в Казани. Он сегодня открылся на базе городского дворца детского творчества имени Абдуллы Алиша. Сейчас в республике больше 22 тысяч юнармейцев. Как они отметили на новоселье, увидел Слават Мухаммадулин. Строгим маршем с флагами и знаменами юноармейцы идут на новоселье. Это дворец детского творчества имени Абдуллы Алиша. Сегодня он стал и домом юнармии. Чтобы готовить себе и стать настоящим защитником Родины, надо и хорошо учиться, и заниматься физической подготовкой, и быть по всем показателям быть на хорошем счету. Для этого и открылся новый дом. Будущие водители смогут практиковаться на картах, плюс кабинет по истории для встреч с ветеранами. Здесь же занятия по карате и информатике. Для любителей четвероногих мастер-классы от кинологов. Сейчас в республике действует 49 штабов отделений юнармии. В них 1100 отрядов с 22 тысячами юнармейцами. И с каждым годом их все больше и больше. Мне самой очень нравится изучать вот эту армию, всю, маршировать, заниматься вот этими всеми военными вещами. Вообще очень нравится изучать историю военную, не только военную, а вообще историю. Мне нравится изучать вообще оружие. И дом юнармии должен ребятам помочь в этом. Слават Мухаммадулин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Одновременно учатся в школе и университете, еще и придумывают проекты для развития республики. Одаренным детям в этом помогает открытый университет талантов. Знания здесь получают больше 1000 студентов, правда, пока они школьники. Сегодня ребята о своих проектах говорили с руководителями ведомства Татарстана. К примеру, Данил Данилов разработал новую биогазовую установку. Реализовать проект в университете талантов ему помогают спонсоры и наставники. Переработка органических отходов в газ, метан и в электричество. То есть это будет большим плюсом для крестьянских фермерских хозяйств и в целом агробизнеса, агрохолдингов. Как только они к нам поступают, начинаем сопровождать различных идей, инициативы, как лично, так и командно. Много мероприятий сами проводим с нашими партнерами, когда ребята могут проявить уже свои таланты на более высоком уровне, выходят на российский, международный уровни. Рецепт окончательный и обжалованию не подлежит. Национальные блюда из 21 страны приготовили сегодня студенты Федерального университета. Турецкая пахлава, французские круассаны, русские блины и татарский чак-чак. Благотворительный гастрономический фестиваль юридического факультета собрал более 600 гурманов. Мука, масло,
и мед, сахар. Такие вещи готовятся у нас. Рецепт национальных узбекистанских блинчиков Шахзадзон знает наизусть. С самого детства готовил их с мамой. Да, это же наши национальные блюда. Мы сами готовим всегда. И таких кулинаров здесь 21. Блюдо каждого как визитная карточка родной страны. Щепотка правосудия – главный ингредиент студентов юридического факультета. Мы не только хорошо ориентируемся на нормативно-правовых актах, но также не забываем про национальную кухню. Мы очень любим готовить блины, на самом деле. Блины, турецкая пахлава, татарский чак-чак, американский чизкейк и круассаны. Вкус этих блюд такой же богатый, как и колорит этих стран. И сегодня у гостей фестиваля есть уникальная возможность не только попробовать национальные десерты, но и даже самому научиться готовить их. И даже совместить приятное с полезным. У всех гостей нашего праздника есть уникальная возможность приобрести благотворительный календарь и билеты на концерт юридического факультета, тем самым помочь фонду имени Анжелы Вавиловой и всем организациям, которые нуждаются в помощи. Таким праздником завершилась неделя к 215-летнему юбилею старейшего вуза страны. Наталья Мезина, Леонид Филатов, ТНВ, Казань. Первую городскую новогоднюю елку начали устанавливать в парке «Сосновая роща», что у ДК «Химиков». Такой подарок на радость всем горожанам каждый год делает Казань Оргсинтез. Главный новогодний символ собирают по частям. Самое сложное готово. Каркас установлен. Сегодня приступили к сборке хвои. Кропотливую работу проводят сотрудники Казань Оргсинтез. Все у них отточено до мелочей. Мы ведем, допустим, сборку хвои, где-то 5-6 рядов хвои. После этого приходят другие уже люди, они делают уже гирлянды. Гирлянды они цепляют, крепят, и после этого заново приступаем мы дальше делаем хвою, все совместно. За установкой 20-метровой новогодней красавицы наблюдают и казанцы. Я с дочкой жду с нетерпением Новый год. Сегодня как раз елку устанавливают. У нас очень радостное настроение. Ждем елку, ждем Новый год. С нетерпением ждем, когда установят елочку. Наконец-то появится новогоднее настроение, гирлянды все засияет. Главный новогодний символ в парке будет готов уже через неделю. А еще здесь зальют каток. Шары и гирлянды на елке засияют 24 декабря. Напомним, что завтра по всему Татарстану стартуют сельскохозяйственные ярмарки. Они начнут свою работу с 6 утра с точными адресами и местоположением ярмарок можно ознакомиться на официальном сайте Минсельхозпрода Татарстана. На этом у меня все. Вы смотрели новости Татарстана. Далее о погоде. А я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Всего вам доброго. Здравствуйте! На предстоящий день синоптики обещают тепло и осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет пасмурно и весь день ожидаются осадки в виде снега – минус 3-4 градуса. На северо-востоке республики аналогичная погода – облачно и снежно. Днем ожидается минус 2-3 градуса. На севере Татарстана пасмурно, ожидаются осадки не ниже минус 3. На северо-востоке республики пройдет снег, минус 2-3 градуса. На северо-западе республики солнце спрячется за облаками, возможны осадки, минус 1. В центре Татарстана, как и по всей республике, пасмурно, ожидается снег, будет довольно тепло, 2-3 градуса ниже 0. В предстоящие сутки в республике будет облачно, пройдет снег, в отдельных районах сильный. В воскресенье снег усилится, температура приблизится к нулевой отметке. В Казани с утра и до вечера будет идти снег. Днем 1-3 градуса ниже 0. Ветер умеренный до сильного. Атмосферное давление и влажность воздуха повышенные. В магнитном поле Земли спокойно. На этом наш выпуск завершен. До свидания.